можем задать вопросы всем высказывающимся, представителям федеральных органов власти, представителям территории. Прошу вас, коллеги. У меня есть вопрос. Пожалуйста, Светлана Петровна. Ну, если по желанию. Вообще, я думаю, что сидит у нас Вячеслав Анатольевич Штыров, уважаемый очень. Вот когда он проводил такие заседания, то у нас присутствовал министр развития Дальнего Востока или заместитель министра, а не руководители и даже заместители руководителей департаментов. Мне кажется, вот к этой практике нам нужно вернуться. Дальний Восток – это 40% вообще территории Российской Федерации. Так скажите, пожалуйста, сколько нужно для того, чтобы нормально обслужить всю эту территорию? Сколько этих несчастных мегаватт? Насколько сегодня это обеспечится? В каких территориях плохо, в каких территориях хорошо? Почему там плохо, почему там хорошо? Вот. Что будет, когда торы заработают, когда эти законы о свободном порте заработают? Что мы будем иметь? И сколько, в конце концов, вот тут сказали о Приморском крае, вот. А сколько, извините, скажите, пожалуйста, в Китай уходит? Вот от 5 территорий, там вот эта какая-то объединенная энергетическая система Востока, включает эти 5 территорий, в том числе и Приморский край. А сколько же в Китай уходит электроэнергии? По какой цене уходит она туда? И почему цена на Дальнем Востоке разнится о той цене, по которой туда уходит электроэнергия? С точки зрения стоимости электроэнергии, поставляемой в Китай, она поставляется сверх балансового объема. Я напомню, что такое балансовый объем. У нас формируется Федеральной антимонопольной службой сводный прогнозный баланс поставок электроэнергии, на основании которого считаются тарифы на электроэнергию. Внутри, соответственно, Приморского края он находится в неценовой зоне, где, соответственно, включена она в торговую площадку оптового рынка, где происходят торги, но все равно поставляется электроэнергия по регулируемым ценам. С учетом поставок электроэнергии в Китай, она поставляется по ценам, соответственно, которые идут сверх балансового объема, не учтены в расчете тарифов для потребителей. Если задают вопрос, коллеги, они часто нам задают вопрос, соответственно, цена ниже или выше, цена формируется конкретным договорным контрактом между поставщиком Интеррао, соответственно, и Китаем. Я готов, Светлана Петровна, если необходимо, представить дополнительную информацию, соответственно, в части вопросов ценовых характеристик. Мы запросим ценовые характеристики у Интеррао, у Совета рынка, и вам представим, если это необходимо. Спасибо. Павел Николаевич, вот Светлана Петровна не зря задала этот вопрос, потому что он действительно носит, если хотите, не только чисто экономический, но он еще и носит и политический, и моральный, значит, характер и так далее. В этой связи я хотел бы, чтобы еще раз уточнить вот вашу фразу такую. Вы говорите, когда рассчитываются тарифы на Дальнем Востоке, значит, не ценовой зоне, значит, его из Востока, вы как бы не учитываете, значит, поставки на Китай. Разъясните, пожалуйста, поточнее, что вы имели в виду в этом? Соответственно, вопрос расчета тарифа – это компетенция Федеральной антимонопольной службы, но если необходимо, я готов разъяснить. Формируется сводный прогнозный баланс в виде объемов электропотребления конкретных территорий. Под этот объем электропотребления, соответственно, формируется баланс мощности электроэнергии генераторов. Соответственно, для генераторов крупных генерационных компаний тарифные решения принимаются ФАСом на плановый объем. Считается необходимая валовая выручка, она делится на количество товара. Мы находим удельную цену за 1 киловатт-час. Если количество товара, соответственно, увеличивается, удельная цена в целом снижается. Исходя из этого и формируется вот как бы принцип расчета. Если станции вырабатывают выше этого объема, они дополнительно жгут топливо, соответственно, несут дополнительные затраты. То есть я не вижу представителя Росгидро здесь для того, чтобы там на уровне ДГК не могли эту логику более детально прокомментировать. Плюс у нас есть в балансе не только тепловые станции, но еще и гидростанции с низкой себестоимостью, которые тоже замешаны в тарифно-балансовое решение по АЭС Востока. И здесь как раз идет балансирование этой поставки на Китай. Частично электроэнергия идет со стороны ГЭС, более дешевая, частично со стороны тепловой энергии. Этот вопрос считается. И считается конкретная цена на соответственно, промежуток времени, на тот или иной месяц по факту поставки. Поэтому при расчете планового баланса, если контракт с фиксированной ценой был не заключен, он в сводном прогнозном балансе не учитывается. Похоже, вы делаете какие-то экономические открытия. Это первое. Для примера я вам скажу, значит, какие вы сделали открытия. Вы в ответ на вопрос Виктора Алексеевича говорили, говорите, мы не учитываем ту выработку, которая идет на Китай.
А если правильно подходить к делу, ее бы надо учесть как раз, значит, как бы в общей выработке Дальнего Востока и снизить за счет этого тарифы на Дальнем Востоке, за счет китайских поставок. Если правильно постановка дела. Вы что же не понимаете, что чем больше выработка, тем ниже должны быть тарифы. А вы ее вывели, значит, эти тарифы рассчитываете, значит, из выработки без учета китайской генерации. Это неправильно на самом деле. Вы какие-то совершенно экстравагантные люди. Но я больше не буду распространяться на эту тему. Если хотите, мы отдельно, значит, повстречаемся, я вам прочитаю лекцию, как формируются тарифы.